Добрый день, телезрители, подписчики, комментаторы YouTube-канала Татары Мира. Сегодня четверг, и мы возвращаемся к нашей, можно сказать, уже традиционной рубрике «Искандер Абы». Рубрику так-то глобально я назвал, значит, «Исторические виражи этнонимов тюркских народов». И разбираемся мы именно с этнонимами, потому что этнонимы сегодня это классная тема, когда комментаторы в соцсетях рассуждают, хотят осмыслить, почему у народа такое имя, хотя вроде как несколько там столетий, может быть даже тысячелетий этот этноним носил другой народ. Вот. Ну, лично мое мнение, что этнонимы спокойно перемещаются по горизонтали, по Евразии, не всегда успевают за народами, поэтому продолжаем эту рубрику. Сегодня, значит, мы взяли с Искандером Абы 4 этнонима. Алла берса успеем. Вот. Значит, будем стараться. Болгары, булгары, сувары и авары. Немножко как стихотворение получилось. Так что Аллаха тапшардык, бисмилляхи рахмани рахим. Искандер Абы, вам слово. Исанусас, добрый день, дорогие слушатели, зрители. Предлагаю всем подписываться на наш YouTube-канал. И помните, что на нашем канале всегда свежие новости о прошлом. Итак, если мы начнем нашу беседу с этнонима болгар-булгар, то сразу обратим внимание на то, что с этим этнонимом в древности существовало довольно много разных народов, причем они существовали в степях, но многие из этих народов ныне существуют и продолжают жить совершенно в разных условиях. Например, целый народ, который проживает на Балканах, не только получил название болгар, но и страна Болгария, да, которая, как известно, лучше всех. А почему она лучше всех? Была песня такая советская: «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех». Как-то болгары очень не любили эту песню и требовали, чтобы туристы никогда ее не пели. Но есть народ балкарцев, в котором мы явно читаем как раз именно этот тоже этноним. Балкары. Да. И на удивление, но довольно много топонимов на территории Италии, причем как и Южной Италии, на территории Адриатического побережья Италии, так и даже в северной части Италии есть много топонимов булгар, болгар, вулгар, что тоже определенным образом связано с этим топонимом. Но если обратимся к древней истории и откуда возник этот топоним и этот народ, мы должны вообще немножко отмотать эту историю еще дальше вглубь веков, но если кратенько, то мы должны сказать вот о чем. Тюркские языки делятся на два больших диалекта. Мы не знаем, как в древности вот соотношение между этими диалектами происходило. Был ли один из этих диалектов главенствующим, а другой на периферии. Сейчас трудно это сделать, заключение об этом совершенно достоверно. Скорее всего, они как-то, возможно, и постоянно смешивались и выталкивали друг друга. Но как бы то ни было, когда тюрки вступают на историческую арену, мы уже говорили про тюркский каганат. Напомните века? Да, это 5-6 века. Угу. Скорее всего, возникновение, конечно, этих народов уходит еще дальше, вглубь веков. Скорее всего, еще в 3 век до нашей эры, в эпоху хуннов, где происходило вот становление, собственно, очевидно, тюркских и монгольских народов на территории современной Монголии.
Но вот уже с эпохи великого переселения народов происходят такие миграции народов, причем из тюркских народов, очевидно, первые начали мигрировать на запад народы, которые имели очень своеобразный тюркский диалект. Мы уже говорили об этом. Это так называемый эр-диалект или эр-язык. Особенность этого R-диалекта, то есть получается большое количество употреблений звуков R, что ли? Вот как можно R, описать особенность? Х вместо К, Х вместо К. да, R вместо Z. Ну, вот мы уже говорили, что красный, да, кызыл в общетюркском современном кыпчакском диалекте и хырыл в чувашском. Чувашский язык является ныне действующим языком, существующим языком, единственным наследником вот этой самой R-диалектной группы. И мы говорим о народах и болгары, и авары, и хазары. Скорее всего, относились именно вот к этой диалектной группе. Мы не совсем точно понимаем соотношение между этими народами и внутри них были ли какие-то диалектные особенности, какие различия. Сейчас лингвисты ведут кропотливую работу по изучению небольших количеств текстов, небольших топонимов, имен, которые сообщают вот сведения об этом языке. Но, тем не менее, уже продвигается к пониманию вот этой самой картины. И картина это такая, что один за другим вот эти вот народы R-группы вслед за гуннами выдвигались в Северное Причерноморье, там попадали в поле зрения латинских и византийских источников и соответствующим образом влияли на международную политику, на этническую структуру. Очевидно, одним из первых народов, который вот выдвинулся на территорию Среднего Поволжья после постгунское время, был народ, который мы называем болгары. На самом деле это обобщенное название, и даже византийские источники довольно путаются, когда говорят об этом народе. Но современные исследования показывают, что следы этого народа уходят еще в первые века нашей эры и на Северный Китай, где в эпоху так называемых северных царств государства Тобо-Вэй и целый ряд других государств, которые существовали на территории Северного Китая, существует об этих государствах большая, очень интересная книга Гумилева «Хунну в Китае. 3 века борьбы со степными народами». Вот он там довольно красочно, живописно даже описывает вот эти все перипетии, которые происходили вот с этими государствами, которые были образованы тюркскими кочевниками, сначала во главе с Хунну, а потом там Сяньби и целый ряд других народов. Так вот, история Вэйшу, которая описывает эти события, в частности, упоминает народ Булоджи. Значит, такая транскрипция. Боджи. Булуджи или Булоджи. Белуджи нет? Нет, на современной, если транскрибировать вот эту, как произносится, это совершенно точно мы можем понять, как и тюдзюе. То есть это речь идет, скорее всего, о каком-то корне булг, болг или булгр, если конечное «р». То есть здесь совершенно отчетливо мы видим следы пребывания вот этих самых племен, которые потом в Европе стали называться болгары-булгары. Вот транскрипция китайских иероглифов довольно сложна, но тем не менее некоторые есть основания восстановить
собственно, основу. И самое интересное, что, скорее всего, вот этот булг, он явно читается. Не через О, скорее всего, вообще в тюркском языке это было какое-то оборотное О. И, ну, а каждый слышал, там, китайцы слышали один звук, бо. Простите. Секунду, простите. Вот. А византийцы вообще слышали вулгарис там через У. Скорее всего, вот это О, это позднейшее уже наследие славянских, влияние славянских языков и славянские, как славяне слышали это самое название и воспринимали его. Подождите, а вот название реки Волга, это что-то имеет отношение к этому? Да, ну, как, ну, Волга это финно-угорское название, и раньше оно относилось к той части Волги, которая от истока и до впадения Камы в Итиль. Вот это то, что уходит на север, это вот река Русов или Волга. Это, ну, Га, это и Можга, это все явные суффиксы финно-угорского происхождения. То есть на самом деле в языках индоевропейских Волга носила совершенно другое название, что-то типа Рая, то есть великая. Ух ты. Да. И именно под этим названием, кстати, она фигурирует в географии Птолемея и Страбона. Там прямо говорит, что там течет великая река Ра, и вот там живут разные кочевые сарматские племена. Почему спрашиваю? Обычно люди пытаются расшифровать слово «булгар» со слова типа «вулгар», «волга» и так далее. Совершенно правильно. Поэтому Это мысль совершенно правильно. И надо сказать, что те, кто следует этому, они отнюдь не первопроходцы. Уже в конце 18 века такой замечательный государственный деятель и по совместительству историк Щербатов, ну, он известен тем, что очень сильно критиковал правительство Екатерины II, даже написал замечательную книгу о повреждении нравов в России, очень актуальную, да. Вот он написал книгу «История России», даже, ну, был он современником Татищева, но писал настоящую историю, то есть как он аналитически, как он думал, как он интерпретировал эти источники. Так он и пишет, что в русских летописях есть название Болгария. Я думаю, что на самом деле это ошибка переписчика, а на самом деле это Волгари. То есть наши же простые славянские парни, которые жили здесь. Так что тот, кто использует вот эту самую народную этимологию, они вполне действуют в рамках историографии 18 века. То есть ничего нового нет на Земле. И здесь вот как раз народная этимология, она что в 18 веке, что сейчас по одним лекалам скроена. Но если мы отвлечемся от истории изучения, сейчас мы немножко скажем об этом, когда будем говорить об, как в дальнейшем происходило изучение вот этих этнонимов, то должны сказать, что вот о самом названии болгар в свое время известный болгарский историк и лингвист Иван Шишманов выделял 19 разных этимологий. Уже в 50-е, 60-е годы венгерский лингвист-тюрколог Немет предлагал интерпретировать название булгар как мятежники, отступники, повстанцы. Сейчас больше склоняются к тому, что все-таки это корень имеет такое происхождение, как смешанный,
перемешанный. Булгаланды, что Да, ли? да, С да, татарского. Да, да. Ух ты. Вот. То есть, по крайней мере, тут, но в любом случае, вот как мы и говорили в самой первой передаче, вот, как правило, все средневековые этнонимы имеют какой-то социальный характер, имеют социальную коннотацию. То есть, вот, что повстанец, да, отщепенец, это почти как казак, казах, то есть отступник, значит, беженец, что ли. То, что осталось. Да, 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 да. Ну вот. Калмык тоже, в принципе, то, что Да, да, калды. да, да, да. Не, ну это у них этот был род калмаков. Тут это народная этимология. Так, ладно, не туда залезли, давайте продолжим. Кстати, к нам присоединился Институт Марджани в чате и смотрит внимательно, следит за нами. Ну, привет родному институту. Вот. Надо сказать, что каким бы ни было вот это самое название, это говорит о том, что это племя, скорее всего, возникло как, вполне возможно, комбинация разных народов. И это стало особенно актуальным, когда племя болгар, очевидно, стало двигаться по Великой степи в сторону Северного Причерноморья, обрастая разными племенными группами. И византийцы впервые, когда они фиксируют этот самый болгар в 463 году, они упоминают, что пришли болгарские племена, среди которых 3 племени главных: агуры, сарагуры и анагуры. Вот. Все вот эти вот племенные названия, они довольно интересны и имеют этимологию скорее не с тюркских, а с каких-то угорских диалектов. И очевидно, вот здесь мы имеем дело с тем, что болгары — это, как мы говорили, уже правящее племя, вокруг которого существовали какие-то различные другие племена, которых они сдвинули вслед за собой. Позже какие-то племенные группы, там византийские источники среди вот этих племен говорят, что есть кутригуры, анагундуры, непонятно их соотношение. И почему исчезают, допустим, сарагуры или анагуры. Некоторые исследователи, такие как Питер Голден, вообще говорят, что это был какой-то очень своеобразный диалект, насыщенный какими-то угорскими языковыми элементами, тюркский в основе, но с каким-то большим налетом вот угорской какой-то лексики, даже какими-то, возможно, смешанный язык, и называл его агурский, с тем, чтобы отделить его, собственно, от тюркской. Вообще считал, что агурский — это вот как раз эти эр-язычные, вот, которые пришли в Восточную Европу, они очень имели своеобразие большое. Агурский и агузский это суть одно слово? Совершенно правильно, конечно. Мы уже говорили, это уж как раз диалектное различие агуры и агузы. То есть это, собственно говоря, 2 крыла вот этого самого тюркского мира. 2 язычных крыла, получается. Р-язычность И З-язычность. Все. И при этом они стали основой, вот как мы видим, анагуры, сарагуры, утригуры. А здесь такус-агузы, агузы и другие связаны с этим. То есть агуз, скорее всего, это было... Недаром есть у тюркских народов, и у туркмен, и у многих других, и даже у Рашид-ад-Дина есть легенда о прародителе тюрок Агуз-Кагане. То есть здесь вот как раз речь идет о каком-то эпониме, который стал, в общем, основой для вот этого самого языка. Так, уже в 480 году болгары становятся признанными международно. Император византийский Зенон заключает с ними договор, причем с тем, чтобы они воевали с его врагами, значит, и С кем? с аварами.
И с этого момента, в общем, начинается вот такая активная история их в Восточной Европе. Правильно я понимаю, что, в принципе, именно речению помогло то, что вот, отдельно стоящая цивилизация, Византия, зафиксировала это в своих источниках? Ну, в какой-то мере да. Потому что в то время ни один народ, во-первых, не был в изоляции, а во-вторых, для того, чтобы получить международное признание, получить право создавать государство, должен был вступать в какие-то отношения и должен быть признан дипломатически. Если он не признан дипломатически и о нем не знает, то, собственно говоря, значит, он не представляет никакого дипломатического интереса и никакой военной силы. А чего о них упоминать? Поэтому, если о народе упоминают очень часто, значит, он имеет большую военную силу, дипломатическую, хозяйственную мощь, и значит, с ним надо считаться. Вы знаете, о чем подумал? Вот смотрите, в принципе, китайцы, то есть развитая цивилизация, она как-то более-менее зафиксировала их название, близкое там, к булгарам, да? И, значит, вот византийцы, другой конец Евразии, вот, значит, к ним приходят племена, и они у себя записывают их тоже булгарские племена. Это, получается, византийцы с китайцами общались? Или вот эти вот прибежавшие племена сказали, мы болгары, мы к вашим стенам пришли? Ну, очевидно, да, они именно так и себя и именовали. Но в византийских источниках они фиксируются действительно как болгары. Но есть и в латинских они стали и зафиксированы, и дальше идут вплоть до последнего времени, в латинской транскрипции они звучат как вульгарис. Есть анонимный хронограф, который под 354 годом упоминает некие племена вульгарис. Один из первых еще об этом написал знаменитый немецкий историк Теодор Момзен в своей истории. И после этого все начинают повторять, что вот впервые, значит, болгары в 354 году появляются в Европе. Скорее всего, это поздняя интерполяция в текст вот этого самого анонима, более позднего. То есть у нас нет сведений о том, что болгары пришли в Европу раньше, чем, вот, как мы сказали, середина V века. И здесь вот дальше они создают свое государство, так называемая Великая Болгария, по, опять же, византийским источникам хана Кубрата, которая потом распадается. Которая потом распадается. Вот это уже историю широкая публика больше знает, там уже Да. хан Кубрат, хан Аспарух. Да, вот у хана Кубрата было 5 сыновей, не всех из них мы знаем по имени, скорее всего, их было, по имени нам более-менее известно 3. Это Аспарух, который ушел, значит, по Дунаве, создал государство, которое потом стало первым болгарским царством. Другой сын Альцека или Альзека ушел дальше в сторону сначала Австрии современной, потом на территории Баварии. Ух ты, далеко дошел. Да, где вступил, в какие-то, вместе с армией, собственно говоря, или, как принято говорить, с Ордой, где вступил в какие-то не совсем правильные политические взаимоотношения, стал мятежником и бежал в Италию к лангобардам. Ух ты. Да, и здесь он нашел достойный прием, и его воины, люди были расселены по всей Италии в качестве военных советников, военных федератов, то есть пограничной стражи, или контролировали какую-то определенную часть территории. Да. В районе, одна из этих групп в районе современного Неаполя, прямо недалеко от, собственно, Помпеи, у них были какие-то свои замки, и уже в конце 20 века были изучены их могильники. Они несколько отличаются от лангобардских. Там есть погребение с конем, с оружием, с многочисленными вещами. Но самое интересное, что там действительно есть топонимы, вульгарис, значит, которые фиксируют вот это, скорее всего, поселение. Потому что жители уже и не помнили, что это, откуда такое название. Они, значит, это как вульгарный, да, это
с такой кухонной латыни. Но, тем не менее, и такие же названия есть и в других частях. Скорее всего, это вот как раз маркирует появление вот этих самых болгар-альдзека в Италии, в Лангобардском королевстве. Ну, а потом они принимали христианство, смешивались, потом туда вторглись византийцы, норманы. В общем, они были поглощены и стали частью итальянского народа. Всего лишь оставив топонимы нам, Да, да, и могильники. А другая часть, которая зафиксирована под именем, часть болгар под предводительством Катрага, ну вот Катраг этот вполне возможно был непонятно или именем, или эпонимом. То есть племя было названо по имени предводителя или наоборот. Значит, поскольку туда пришли, значит, катраги, то Куда-то, они да. говорили, ну, бывает. Все. Ребята, просим прощения. Тут, так сказать, сентябрь начался, студенты, школьники все подсоединяются к интернету, немножко нам перебивают передачу. В общем, мы в сборе, мы вместе с Искандером Абы. Искандер Абы, продолжаем тему. Да, соответственно, болгары, которые пришли на Среднюю Волгу, они тоже стали таким центром объединения совершенно различных как тюркских, так и угорских народов. И потом, в конце концов, создали государство Волжская Булгария, которое уже развивалось по пути исламского государства, вступая в взаимоотношения с Багдадским халифатом, взаимодействие воюя с Хазарским каганатом. И его история уходит прямо уже до наших дней, до 19-20 века. Но я думаю, что вот это такая большая тема, о которой мы должны будем поговорить отдельно. О булгаризме, о прежнем булгаризме, новом булгаризме и совершенно новейшем. Искандер Абы, один просто небольшой вопрос, просто кратенько, пожалуйста, ответьте. А вот славяне и болгары, они не сильно комплексуют, что у них этноним-то не совсем славянский, а тюркский? У них есть какая-то рефлексия по этому поводу? Есть, несомненно. Как и всякое название, вот тут я должен не согласиться с тем, что этнонимы двигаются как-то без народов или опережая народы. Я думаю, что это преувеличение. Нет этнонима без народа и народа без этнонима. Как этот этноним утвердился на Балканах? Это очень такой механизм, который, очевидно, мы наблюдаем во многих других странах и у других народов. Вот этот правящий клан, ну вот, собственно, Аспарухова Орда была довольно небольшой. Это самая знатная аристократическая часть образующегося государства. Основное население это, скорее всего, были какие-то остатки латинизированных фракийцев, еще какие-то романизированные жители и славяне. Основную часть, конечно, составляли славяне. Там была и конфедерация славянских племен, которой, собственно, подчинил себя Аспарух и использовал их в борьбе с Византией. Добился победы, создал государство, и вот эти болгары стали основой вот этого нового государства. Они создали свою письменность на основе греческой графики, но вот своеобразными языковыми элементами. Сохранились и многие письменные памятники, причем часть из них такого ставили в замках. Значит, в этом замке хранится 50 шлемов, 50 доспехов, 50 конских доспехов. То есть такие реестры вооружения, которые выдавались, очевидно, во время военных действий. А выбивали на камни, чтобы никто не мог ничего там поджечь, украсть, и это, чтобы можно было всегда подвести к камню. Потому что бумагу-то можно сжечь и исправить, а вот камень гораздо труднее исправить. И вот эти самые болгары вплоть до
конца IX века правили вот этой самой значительной частью Балкан и воевали и довольно успешно с Византией. А потом приняли христианство. И это стало таким переломным моментом. После этого они стали неуклонно почему-то клониться к упадку. Вот эта самая тюркская знать перебила друг друга в междоусобных войнах, и христианизация неблагоприятным образом сказалась на вот военной мощи этого государства. И, видимо, идеологически они как-то стали поддаваться византийскому влиянию, которое шло через православную церковь. А вот православная церковь именовала их болгарами по традиции. Она всех именовала болгарами. То есть вновь обращенных жителей вот этого самого государства. А после начала XI века, когда Болгария была присоединена к Византии, она именовала, как историческая область Болгария стала частью византийской административной системы. Ну и, соответственно, жители это болгары. И вот когда, собственно, тюркской знати уже в живых уже не осталось, они уже давно перешли на славянский язык, но при этом они продолжали считать себя болгарами, уже перейдя на православие, на славянский язык, но и основное население тоже именовалось как бы болгары. И после того, как Византия вступила в эпоху кризиса, они подняли восстание, создали второе болгарское царство, то оно ничем другим и не могло быть, кроме как болгарским. Но потом турецкое завоевание, и болгары, христиане слились, то есть болгарин стал христианином. И уже в эпоху национального возрождения, после освобождения Русской империи, Балканского полуострова турецкой власти, период нациостроительства, вот этот самый термин стал основой для нациостроительства. Вот вкратце такой вот примерно пунктирный путь, как внедрился вот этот самый тюркский термин в широкие слои славянского населения. Собственно, еще раз говорю, этот путь примерно такой же, как проходили все средневековые этнонимы, которые стали названием нации. Как от франков произошли французы, например. Но это в стороне от нашей темы. Так вот, используя вот то, что болгары православные и болгары славяне, многие историки в XIX веке считали, что и, соответственно, все болгары, которые жили в Восточной Европе, они все славяне. В том числе и мы, болгары. Да, многие выходцы из, собственно, Болгарии в XIX веке писали труды, вслед за Щербатовым мы уже говорили, вот продолжая его традиции, существовала целая историографическая традиция, которая утверждала, что все болгары, в том числе и болгары, которые живут на Средней Волге, что они славяне. Ну и потребовалось довольно серьезные усилия, в первую очередь, Френа, Фукса, казанских историков, для того, чтобы вернуть этих историков к исторической правде, сказать, что здесь вот фиксируются мусульмане, отнюдь не православные, а потом, судя по надгромным эпитафиям, вообще не говорили на тюркском языке, тем самым вопрос о славянах был закрыт. Но, тем не менее, это такой определенный пласт в историографии, в изучении этногенеза вот этих самых болгарских народов. Но сейчас уже их тюркскость не подлежит сомнению, хотя время от времени некоторые авторы, даже в таких уважаемых журналах, как «Восток», «Ориент», пишут, что болгары хазарского каганата – это славяне. Ну, это, еще раз говорю, повтор просто традиции начала XIX века и не представляет собой никакой историко-археологической значимости. Хорошо.
Давайте мы, в принципе, наверное, про булгарах поговорим отдельно, да, там, и вот это поднимем вопрос про булгаризм, Джак Фартерихи, очень такой мощный пласт, тем более Искандер Абы книгу писал, «Защитники стен Искандера». Сувары, кто это такие и почему их сейчас с нами нету? Да. Ну, некоторые считают, что есть. И чувашские языковеды пытаются очень много сделать, чтобы доказать, что сувары всегда были, есть и будут с нами. Сувары, сувазы это тоже одно и то же, да, опять? Но они считают, да. Ну, на самом деле нет, конечно. Спойлер. Сейчас объясню. Впервые сувары то же самое фиксируется в византийских источниках, как народ, который выдвигается в степи вслед за болгарами. И который воюет с аварами, которых они тоже гнали вперед, и занимает территорию Северного Предкавказья. Ну, их деятельность на исторической арене была настолько незначительной, буквально как 2 поколения. Ну, они успели воевать с Византией, с Ираном, но многие вот оставили, ну, такую о себе память и какие-то населенные пункты и какие-то племенные центры, которые существовали вот в Подонье и в Предкавказье. Но как государственное образование они ничем себя не проявили и, видимо, сразу же вошли в состав и Хазарского каганата, и других объединений. Но толчок вот к их дальнейшему существованию на исторической арене положило то, что какая-то часть этих сувар переселилась на территорию Среднего Поволжья, Волжской Булгарии, где основали город и какую-то область историческую. И некоторые считают, что это был даже отдельный эмират, потому что там чеканили монеты. И вот это стало основой для того, чтобы локализовать их на вот исторической карте Среднего Поволжья. И город Сувар наряду с Болгаром стал, ну, как бы центром притяжения вот этого волго-булгарского государства. Сам термин сувар, савир, он не совсем тоже понятен, и все этимологии гадательны. Нет ни одного убедительного объяснения его происхождения. Есть некоторые предположения, что народ Сяньби, который фиксируется китайскими источниками, это некая китайская форма, вот, собственно, термина «савир-сувар». По крайней мере, ну, вот высказываются в историографии такие точки зрения. Потом они переселились, очевидно, куда-то в Прииртышье, и здесь оставили какую-то о себе память, как какую-то прародину. И когда они ушли уже в Предкавказье, в византийских источниках, все равно помнили, что их прародина где-то в Прииртышье, далеко на востоке. Ну и вот эта историческая память, отложенная в географической традиции, стала основой того, что с 13-14 века в восточной географической традиции, особенно когда описывается территорию Золотой Орды, начинает фиксировать область Сибирь-Шибир. Причем Сибирь-Шибир, то есть через тире. Ну, как бы вот Сибирь-Шибир, то есть двойное такое. Некоторые считают, что какие-то племена савиров оставались в Среднем Поволжье. Некоторые считают, что это просто, ну, виртуальное упоминание какой-то исторической области. Как бы то ни было, но название Сибирь восходит к названию вот этого самого народа. Как бы виртуально все это не было. Потому что в исторических и в других источниках никаких, ну, в реальных, которые описывали события, допустим, в Прииртышье, в Сибири, никаких сведений об этих самых савиров не осталось. Вместе с савирами
упоминают, нельзя не упомянуть и другой народ, очень важный, как авары. Аварцы и авары. Да, опять же, дихотомия Есть ли такая. разница? О, это серьезный вопрос. Ну, сейчас два слова только. Само происхождение аваров не совсем понятно. Вот есть, да, точка зрения, что это какие-то кавказские народы, но дело в том, что уже давно и известные там японские историки и западноевропейские связывали происхождение аваров с таким народом, как Центральная Азия, как жуань-жуани, которые, как известно, воевали с тюрками, которые были правителями тюркских племен, и которых тюрки свергли и изгнали из Центральной Азии. И вот считается, что они вот как раз и стали теми самыми аварами, которые мы знаем в Восточной Европе. Но там не совпадает немного хронология. Получается, что они должны были позднее перейти в Восточную Европу. Ну и жуань-жуани, и авары как-то не совпадают. Некоторые историки в связи с этим сейчас полагают, что, скорее всего, авары и являются потомками такого народа, как ухуань. Тоже такого не совсем понятного народа, который фиксируется наряду с жуань-жуанями, но не локализуется в Центральной Азии. Дело в том, что когда мы говорим авары, то и аварцы, вот это созвучие созвучно только в русском языке. Мгм. Дело в том, что ни тот, ни другой на самом деле не является аварами. То есть, когда мы напишем авары и аварцы, кажется, что все, полностью совпадение. И это, видимо, заставляет некоторых историков проводить прямую параллель, что аварский каганат был создан выходцами из Предкавказья. Ну, поскольку там какие-то языковые элементы нам известны, в том числе заимствования в венгерском языке, что не позволяет считать их какие-то носителями кавказских языков. Это, несомненно, тюрки. Ну, и чтобы им туда, из Предкавказья, где, ну, нам известна численность, например, аварцев. А здесь огромная империя, которая занимала всю Центральную Европу. Нет, это, конечно, какое-то тюркское племя, и истоки его, конечно же, не в Предкавказье. Ничего общего авары и аварцы между собой не имеют. И еще раз говорю, их название – это плод народной этимологии, о которой мы говорили. То есть на русском языке все они совпадает, но звучало название авар по-тюркски, и само название их, очевидно, совсем не так. Скорее всего, вот оно зафиксировано в византийских источниках как абаро, абары. И в славянских русских языках есть выражение погибо, шаки, обры. Обры. Вот обры эти, это вот как раз и есть эти самые авары, да, о которых в повести временных лет написано, что вот этот самый дикий обр впрягал себе в телегу, значит, женщин, детей и ездил, значит, то есть у славян какие-то легенды такие сохранились об этих обрах. Не исключено, что какие-нибудь оборотни тоже отсюда происходят. Ну да, ничего удивительного нет, потому что даже в тюркском языке убр, здесь вполне возможно есть какие-то созвучия. Не готов их защищать, но тем не менее есть какие-то соответствия. И вот эти вот самые... Скорее всего, произносилось вот то, что мы называем аварами, абр, убр, убар. И это совершенно не похоже на то, что как назывались кавказские народы. А вот этот самый бар,
Он находит, во-первых, ухуань вполне возможно транскрибировать как вар. А есть народы, которые зафиксированы уже античной традицией, которые воевали с Ираном и которые жили в Центральной Азии и в Средней Азии. Это народ, так называемый народ варханиты. Ну, он какое-то соединение такое непонятное. Ну, явно читается вот этот самый увар, вар. Вар часто, в общем, как-то пытаются разделить вары и хиониты, потому что был народ и хиониты. Ну, считается, что, возможно, это просто в какой-то традиции произошла. Они писались через запятую, ну, или разделены, а их соединили в такое на единое имя, что народ вар. Ну, непонятно. Но если мы протянем вот эту цепочку, то увидим, что вот эти как раз авары – это наследники, скорее всего, вот этих самых варханитов. И они тогда по хронологии получается, что как раз вот в V веке вслед за савирами они вышли и гнали, собственно, впереди болгар и савиров. И заняли, но они прошли через степи Северного Причерноморья и сразу же ворвались в Дунайскую котловину, где создали огромное государство. Ну, сейчас известно, ну, сотни могильников, там огромное было племенное объединение, государственное объединение. Ну, достаточно сказать, что Византию осаждали так сильно 3 раза. И вот первый раз, это в 626 году, авары вместе со славянами подошли к стенам Константинополя и всерьез штурмовали. Но византийцы с помощью греческого огня сумели сломать их осадные орудия, а так взять город они не смогли и вынуждены были отойти. Известен Каган Баян, который создал один из самых великих каганов аварского каганата, и власть его в свое время распространялась от Приднепровья и до, ну, современной Баварии. То есть вся центральная восточная Европа была под властью авар. Но в конце 8-го, начале 9 века они клонились к упадку, славянские племена поднимали мятежи, и добил их Карл Великий, который разгромил, взял их города, огромную добычу, и с этого времени сведений об аварах не исчезают они со страниц летописи, а через какое-то время на эту территорию вторгаются венгры и полностью, значит, их покрывают. Хотя считается, что ряд топонимов с названием Варконь и вот на Вар связаны как раз вот с этими аварами, что это наследие вот этой самой аварской эпохи. В общем, можем ли мы где-то поставить точку? Нас, потому что тут вопросы интересные пришли. Хорошо, можем. С удовольствием ответим на все Ну, в вопросы. принципе, Карл Великий поставил, в принципе, крест, да, на существовании в дальнейшем аварах. Да. Все, на этом история остановилась. Да. Фаил Вахитов спрашивает. Хайрли Кен, татары и чуваши нередко спорят о своем праве на историческое наследство Волжской Булгарии. И как так получилось, что и те, и другие отказались от этнонима булгар? Немножко подправлю этот вопрос. В принципе, о дискуссии по поводу булгар нам по истории татар более-менее как-то известно. Искандар Абы, известно ли по поводу дискуссии у чуваши об этнониме булгар? Совершенно правильно. Хороший вопрос. Вот как раз мы обещали сказать об этом, но забыли. Хорошо нам напомнили. Чувашские историки и языковеды пытаются провести такую цепочку. Сувар, Суас, ну потому что марийцы называют их Суасла-Мари, да? Ага. Вот. И Суваз. Суваз, чуваш. Чуваш. Да. Но ни с какой языковой точки зрения, даже самые серьезные лингвисты чувашские, которые говорят о том, что
чуваши являются наследниками Булгарии. Вот это является для них камнем преткновения. Никаких лингвистических оснований для вот такой цепочки не существует. Эта цепочка впервые была придумана Николаем Ашмариным, который, собственно, создавал вот эту теорию, и она близка, собственно, к народной этимологии. Никаких, как сейчас, ну, современных лингвистических оснований, потому что вот изменение, например, из сувар-р в сува-з произойти в р-диалект не могло. Тогда надо сказать, что они должны были все перейти на кипчакский за язык. Но этого не произошло. Ну, разумеется, ну, чувашский нам известен. И там такого перехода быть не может. И это уже сразу вот эту цепочку разрывает и превращает в ничто. Поэтому никаких сувар, суваз, чуваш здесь нет и быть не может. Ну, другой момент, это исследователи говорят, что вот чуваши это потомки булгар, которые бежали от значит, внедрения ислама, да, от государственности. Ну, тогда, если они бежали туда, от вот этой самой государственности, то ну, они как могут претендовать на наследие Волжской Булгарии? Все развитие Волжской Булгарии шло параллельно. У них была своя история. Волжская Булгария развивалась по своим законам и по своей траектории. Они говорят, нет, они вот существовали до монгольского времени, а монголы их сдвинули туда. Хорошо, но почему они ушли в леса и при этом начисто потеряли, ну, например, ислам? У нас нет примеров, чтобы народ, который принял ислам, так его взял и одномоментно потерял, причем безвозвратно. Так что в языке даже никаких нет. Ни терминологии, ни в обычаях, ни в обрядах нет никакого влияния ислама. Все влияние ислама позднее, уже 16-17 веков. Ну, поэтому, собственно говоря, чуваш это ведь не, скорее всего, не само название, это, скорее всего, какой-то термин, ну, всадники, да? Вы знаете, я вот буквально... Пограничная стража. Да, я вот буквально недавно общался с авторитетным татаром из Башкортостана Каримом Яушевым. Я сказал, вот ваша фамилия Яушев, Яуш. Еще ваш... Есть что-то общее? Нет. Нет. Ну, мысль похожа, но Яуш, Дамир Валерьевич Исхаков написал целую книгу, которая посвящена роду Яушевых, и там он их выводит из кипчаков и из тюркского каганата. Я думаю, что где-то вот истина там. А другое дело, что сам термин, ну, это как вот чермыш, чуаш, это социальные термины, с которыми обозначали какую-то пограничную стражу, пограничное население Волжской Булгарии. Но она отличалась, например, от чермышей, которые были финно-уграми, а у чуваш вполне возможно это термин, который фиксировался для близких тюркоязычных народов. В российское время уже этот термин вообще приобрел значение такого соционима, потому что стал обозначением податного населения. И у нас есть в песцовых книгах даже на территории Прикамья даже целая чувашская дорога, ну, то есть административный округ. То есть, ну, не может быть так, чтобы там до этого жили татары, а вдруг потом 100% там переселились откуда-то чуваши. Поэтому здесь, несомненно, речь идет о изменении, ну, реформе какого-то налогообложения и переводе всех в определенную социальную категорию и закреплении это в кадастре. Что касается происхождения чувашского народа, то оно остается очень
сложным и туманным, поскольку этот эр-язык, и они, несомненно, связаны, собственно говоря, с булгарами, ну, в том числе и языком. Но это, скорее всего, какие-то связанные как двоюродные или троюродные родственники, которые переселились, возможно, единовременно, ну, в V, в VII веках на территорию Среднего Поволжья, но болгары сумели развить государство, городскую культуру в силу ряда обстоятельств. А те, кто переселился в леса, в окружении финно-угорских народов, не имели такой возможности и законсервировали свои традиции. Вот, но следов вот этого перемещения, ну, очень мало археологических. И зафиксировать их пока ни исторически, ни археологически не удалось. Не знаю, что творится с чатом. Случайно забанил Шамиля Юсупова, который писал самые конструктивные комментарии. Прошу прощения, Шамиль Юсупов. Вот, если сможешь, продублируй, пожалуйста, вопросы. Я видел, у тебя интересные вопросы по истории. Вот, и у меня пропали некоторые вопросы, которые нам еще в начале стрима писали. Вот. Silk Road пишет: акациры, гунское племя, смешались с сарагурами, угорское племя, и породили древних болгар. Гумилев. Это вы как-то в контексте, я немножко не понял этот вопрос. Да, но вот в источниках известно действительно у Иордана, значит, что после того, как сыновья Аттилы потерпели поражение, значит, в борьбе с мятежниками, они ушли куда-то на север, и вот здесь вот возникает племя акациров, какие-то постгунские, ну, наследники гуннов. А вот сарагуры пришли, значит, как я еще раз говорю, не просто сами по себе, а вместе с агурами, сарагурами и анагурами. То есть тогда они все должны были смешаться с акацирами. Но, возможно, они и поглотили какие-то местные племена, ну, которые существовали в постгунское время. Нет ничего невозможного. Но эти уже племена, когда они пришли сюда, они уже были болгарами. И как мы видим, что болгары не возникли в Северном Причерноморье, а это название зафиксировано уже в Центральной Азии китайскими источниками. Поэтому тут мы не можем сказать, что именно это объединение дало основание или дало начало возникновению болгарских племен. Это процесс этот был, но и как поглощение акациров, например, если они не плод воображения Иордана, а были поглощены, собственно говоря, вот этими агуро-болгарскими племенами. Аккаунт Института Марджани спрашивает: а что Искандер Лерунович думает о версии происхождения названия Волги от болгар? В принципе, я похожий вопрос вам задавал. Да, Можно ли что-то еще добавить по этой версии? Нет. Ну, еще раз говорю, Нага – это огромное количество топонимов. Ну, вы можете сами, Можга и все прочие вот эти вот га имеют, ну, определенные диалектные различия, и они четко локализуются. И это можно четко локализовать, откуда произошло вот это самое название Волги. Это, ну, в районе Верхнего Поочья и, ну, Костромского Поволжья, скорее всего. К болгарам это не имеет никакого отношения. Еще раз говорю, это созвучие происходит только в русском языке. Вот, в общем, исправляюсь перед Шамилем Юсуповым, выкопал, значит, его комментарий, который он оставил. Интересно. Предки монголов, которых звали Шивей, отождествляли себя татарами, где это упоминается в нагробных эпитафиях древних тюрок, обнаруженных на реке Орхон, Монголии. Шивей, это что это, кто это? Да, ну это так называемые 30 племен Шивей, которые локализуются в районе Преамурья.
Ну, вообще ментальная карта китайских географической традиции, ну и основоположника китайской историографии Сыма Цзяня, она очень сложная. Но вот эти самые 30 племен Шивэй, они фиксируются в Преамурье. Очевидно, еще в хунское время. Мы уже говорили, что в эпитафии, посвященной Кюльтигину и Илье Кагану, упомянуты атус-татары. Вот то, что там было 30 племен Шивэй, и здесь 30 татар, служит некоторым исследователям основанием для того, чтобы сопоставить. Там 30 и там 30. Но я вот не вижу никакой связи между ними. Не вижу никакой связи. Потому что, судя по всему, татары – это самостоятельное племя, одно из тюркских племен, которое в свое время, видимо, входило в состав гунского объединения. Но Шивэй и традиция вот этой самой племен Шивэй, как и группа Дунху, это, ну вот, чтобы показать, как это происходит в китайской ментальной традиции географической. Вот многие народы, вплоть до 19 века, европейские авторы вели или от скифов, или от гуннов. Ну, то есть, понятно, нужно было привязать неизвестный народ или что-то такое к известному. Ну, как бы скифы имеют большую традицию описания, и сказал скифы, и уже объяснять ничего не надо, все понятно. И вот многие народы там, когда их происхождение было непонятно, говорили, ну, это имеет какое-то скифское происхождение. И отсылали вот самые к этой традиции. Вот китайцы примерно точно так же, когда появлялся какой-то народ вдруг внезапно и начинал давить на границы Китая. Они говорят, ну откуда? Это наследники Дунху. Или это наследники Шивэй. И это покрывало собой все, то есть позволяло локализовать их в какой-то точке ментального пространства. А в реальности все, ну, не совсем так. Ну и потом, если уж тюрки писали эпитафию, так они уже знали, о ком речь, потому что Шивэй-то в то время тоже существовали, они были известны, и кидани были известны. Поэтому они бы не ошиблись, если бы была какая-то связь между татарами и Шивэй. Поэтому я думаю, что просто это такая китайская попытка привязать татар к каким-то известным племенам. Ну, о татарах мы поговорим в одной из следующих передач. Не договорили еще, да? В общем, аккаунт Silk Road, Шелковый путь, пишет: очень много половецких сотен участвовало в завоевании Волжской Булгарии по окончании похода и полном сопротивлении булгар. Видимо, много половцев остались в этой богатой стране. Ну, нет ничего невозможного, как говорится. Проблема только в системе доказательств. То есть умозрительно, да, значит, вот мы уже говорили, как шло формирование войска Батухана, значит, который монголов там было 4000, а армия, которую он привел на завоевание Запада, ну, по крайней мере, включали с собой 3 тумена, да, значит, из этих 3 или 4 тысяч он сумел в 10 раз увеличить, но не за счет же монгольской рождаемости, да, хотя некоторые генетики склонны преувеличивать ее, а за счет того, что они поглощали в первую очередь тюркские и, как мы говорили, татарские племена. И они действительно, да, разгромили, завоевали крупнейшее государство Восточной Европы, одно из сильнейших, Волжскую Булгарию. А вот остались, и кто остался, это большой вопрос. У нас известно только 2 могильника курганных, которые мы можем связать хоть как-то с вот этими завоевателями. И все они, ну, к середине, второй половине 13 века. Больше никаких ярких, явных свидетельств
то, что здесь прямо какие-то в массе своей остались кипчакские племена, у нас совершенно нет. Я думаю, что, как и всякое завоевание, в значительной степени происходила смена правящей верхушки, элиты, которая сопротивлялась, вела войну до последнего человека. А податное население зачем разорять, грабить, убивать? Они должны приносить прибыль новым хозяевам. А что их убивать? И потом, как ты заставишь этого кипчака пахать землю? Это только в умозрительных таких ментальных конструкциях широких происходит все очень легко. А если задуматься, в реальности огромная территория, которую надо распахивать, которую надо внедрить в земледельческую культуру, у людей, у которых отродясь не было никакой земледельческой культуры, как-то вдруг они взяли и в течение одного поколения освоили гончарство, городскую культуру, городское ремесло, земледелие. Ну, невозможно. Поэтому, если было перемещение каких-то тюркоязычных народов, то соответствующий уровня цивилизованности. И кипчаки тут, конечно, играли вторым составом. Искандер Абай, тут к вам с очень классным комментарием. В общем, пишет Ислом Мурод Досонов. Видимо, человек из Средней Азии. Если можешь, напиши в комментарии, кто ты по национальности. Очень сильно заинтриговал своим именем и фамилией. В общем, пишешь, Ильнур, как-нибудь о каракалпаках в истории нынешнего Татарстана или вокруг него говорите, пожалуйста. Я так понимаю, это о черных клобуках речь идет, да, каракалпаки? Каракалпаклар? Да. Почему они в Средней Азии оказались? Надо поговорить об этом. Да, есть такая версия, что, и она поддерживалась в свое время Федором Давыдовым, что тот народ, который держал степную границу в Киевской Руси, что монголы его якобы взяли и переселили, значит, сюда. Но я думаю, что историческая основа, нет никакого смысла в Приоралье переселять там целый народ особо не вижу. И монголы, археологически это никак не подтверждается. Но вот есть агузские племена Ак-Каюнлу и Каракаюнлу, которые в иранском Азербайджане локализовались, потом создали после гибели империи хулагуидов, создали свое государство. Вот их название это тоже связано с головными уборами. Не исключено, что это какой-то экзоэтноним, который называли какую-то социальную группу, которая выделялась от других соседних народов. Но, скорее всего, это, конечно, какая-то местная локализация. Возможно, даже и не средневекового происхождения. То есть она уже начинает фиксироваться довольно поздно, уже в позднейшей историографии. И очевидно, происхождение каракалпаков генетически и в языковом отношении они связаны, скорее всего, с кипчакскими племенами, но какой-то их частью, которая зафиксировалась и которая стала позднее основой для этой государственности. Особого племени. Viewer listener, то есть зритель, слушатель, задается вопросом, на каком языке говорили булгары, на каком языке эпитафии на могильных камнях булгарских кладбищ? По-моему, об этом уже говорили, но давайте повторимся еще раз для комментатора. Огромная существует литература, два слова, значит. Эпитафии существует на двух диалектах тюркского языка. Одна часть диалект на эр-языке, другая часть на з-языке. Скорее всего, это был язык не носителей, не погребенных, грубо говоря, не их родственников, а это был язык мастеров, которые создавали эти эпитафии. На некоторых эпитафиях, например, на з-языке написано надгробие в честь отца, а рядом стоит надгробие его сыну, но на эр-языке. То есть обратное получается, что нельзя сказать, что эр-язык был вытеснен з-языком. Они параллельно существовали? Да.
И это было связано с мастерами. Причем, ну смотрите, на каком языке это подменяется вопрос. Эпитафии, у нас нет эпитафии раньше конца 13 века. До монгольского времени никто никогда не ставил никаких эпитафий. До монгольского времени никаких эпитафий нет. То есть мы говорим об эпитафиях булгарского вилаята в составе Золотой Орды? Несомненно. Несомненно. Вот так вот, ребята, запомните. А на каком языке говорило население Волжской Булгарии? Ну, вообще об этом пишет Махмуд Кашгари и даже приводит стихотворение. Оно вполне тюркское, кыпчакское. И он не выделяет язык булгар и сувар от языка других тюрок. Не говорит, что оно отлично, что оно, хотя некоторые диалектные отличия он отмечает, у чигилий там это, а у булгар нет, ничего не отличает. Очень классный комментарий. Большое спасибо комментатору. Дауд Кучуков пишет: «Я балкарец, родился в Казахстане, в армии встретил представителей многих тюркских народов. Чему удивился, что киргизский ближе балкарскому, чем казахский? Мне не дает покоя вот такой вопрос». Давайте немножко о балкарцах. Да. Что с ними произошло? Совершенно замечательный, конечно, комментарий. Мы забыли упомянуть. Я, когда говорил о тех болгарах, которые ушли, мы забыли сказать, что часть этих болгар осталась в Подонье и в Предкавказье. И эта часть фиксируется вплоть до карты Аль-Идриси под названием «Черные болгары». Эти же черные болгары фигурируют и в византийских источниках. То есть, скорее всего, вот это вот какое-то цветовое обозначение этой территории, северная там Болгария какая-то. Тем более, что рядом тут еще земля северяне, да, Северское княжество, тоже явный привет тюркской географической цветообозначению географии. То есть это север. Черным цветом обозначался у тюрок север. Ух ты, не знал, не знал. Кызыл красный – это юг. Ага. Вот. Ну и, соответственно, Кок – это восток, и Ак – это запад. Вот сами балкарцы, существует несколько наименований. Сами долгое время называли горские татары. Но соседи, и они частично назывались Малкар. Малкар, МБ, переход, это тоже диалектный переход. МБ это, явно читается болгар. Да. У меня есть такое подозрение, что это все-таки экзоэтноним, которым кавказские народы именовали тюрок в свое время. Это древние еще идущие, может быть, там с эпохи хазарского каганата, с Алании. И когда они вынуждены были двинуться в горы, а балкарцы же занимают горные ущелья, поскольку в историческое время их вытеснили адыгские народы. А название прежнее, Малкар, Балкар, за ними осталось. И вот это вот как раз свидетельство того, что не исключено, что они не являются прямыми наследниками вот этих самых черных болгар, но, скорее всего, они взаимодействовали с ними и включили их в свое время в Улуси-Джучи в свой состав. Каких-то потомках вот этих самых болгар. Но название было перенесено потом на них, поэтому они в значительной степени являются наследием и наследниками, в том числе вот этой самой болгарской цивилизации. То есть это тюркоязычный, получается, народ балкарский? Несомненно, тюркоязычный, нет, но здесь нет сомнений. А то, что их исторические корни в определенной степени связаны, недаром же их другие-то называли болгарами, малкарами, то, несомненно, связаны как раз вот. Насчет того, что язык кыргызов ближе, чем казахский, это уже более поздние диалектные такие различия. О кыргызах мы хотели поговорить отдельно, потому что это, большая история. И особенности о кыргызах можно сказать только одно.
вот на Кавказе каждому щели говорят свой язык. Мгм. Точно такая же ситуация в других горных странах. А вот если мы возьмем Кыргызстан, который кочует на Тяньшане, где тоже горные долины, и здесь должно быть сформироваться десяток разных диалектов языков. А ничего такого нет. Кыргызский язык не имеет даже диалектов таких ярко выраженных. Так, мы задали историческую загадку. Давайте пока вас поинтригуем, потом ответим на эту загадку. В одной из следующих передач. Да. В общем, Шамиль Юсупов вернулся, да, из бана. Прости, пожалуйста, что я тебя случайно забанил. В общем, вопрос такой. Булгары и сувары – это один народ? Еще хотел спросить, буртасы – это все-таки тюрки или финно-угорский народ? Давайте вот кратенько на эти два. Нет, на Буртас я хочу Отдельно? отдельную передачу. У нас будет отдельно посвящена буртасам, мишарям и башкирам. При всем того, что кажется, что нет ничего общего, на самом деле среди них очень много общего. Приоткрою завесу, чтобы уж сильно не интриговать. Я считаю, что, несомненно, буртасы были тюркским племенем. И, Выдохли. Да. Выдохнули. Не финно-угорские по языку. Есть концепция, что они осетиноязычные, но я считаю, что это такая экзотическая теория. Давайте булгары-сувары кратенько. Да, Это все-таки один народ? булгары-сувары, нет, в составе Волжской Булгарии было два города, вокруг которых были, очевидно, две исторические области. Но у Махмуда Кашгари, которого мы уже упоминали, слова идут через запятую. Болгарский, суварский. И Аль-Гарнати, который был свидетелем и жил в Саксине, В общем, извините еще раз, опять прервались, опять наши школьники, студенты обваливают наш интернет. Припали к хорошо бы наш, да, обваливать. Повторю, если вдруг что-то такое произошло. Значит, в Волжской Булгарии существовало два города. Болгар и Сувар. Скорее всего, вокруг них были исторические области, население которых в силу каких-то исторических обстоятельств, возможно, когда-то это было два эмирата, потом они сохраняли в едином государстве, но сохраняли какую-то определенную, возможно, административную самостоятельность, или это две области. Но такие исторические области существовали во многих государствах, и ничего такого нет. Он в составе Франции, пожалуйста, Нормандия, Британь, Аквитания, Бургундия. Это не мешало существовать единому государству. Мы говорим же не о нации, а о средневековых народах. Мы несколько раз говорили, что единого этноса, единого народа в средние века не было. Речь идет об элите, о знати. А скорее всего, эта знать была одна единственная. Была правящая династия одна, и правящая аристократия, элита, условно, скорее всего, была булгарской. В то время жители вот этих исторических областей могли говорить, что они выходцы из Сувара, из Булгара. Недаром есть тахалусы Булгари, Сувари. И Аль-Гарнати, проживая в городе Саксине на Нижней Волге, которая была такой торговой колонией Волжской Булгарии, говорит, что там живут и саверы, и булгары, у них мечети мусульманские, и они ханафиты, значит, А когда он пребывал, тот же Аль-Гарнати, на территории Волжской Булгарии, он никаких суваров вообще не видел и не упоминает. Вот парадокс такой. И Махмуд Кашгари тоже описывает язык булгар и сувар через запятую. Там у них нет никаких
различий. Поэтому фантазировать можно все что угодно, но факты вот такие. Тут, значит, Фивер Листинер, зритель, слушатель, с вами спорит. Да. Не согласен он с вашей версией по поводу эпитафии, читая его комментарий. Версия с языком эпитафии, зависящая от языка мастера, очень странная. Приводит аналогию. Если сегодня человек заказал памятник, а там узбек вместо русского языка сделает эпитафию на узбекском, то разве это клиента устроит? Да, да, очень интересно. Ну, тогда ему надо просто объяснить, а как получается так, что, допустим, в Европе эпитафии ставились и, ну, поминальные памятники, ну, вкладные надписи, допустим, в церкви, ну, на кладбище те же самые мавзолеи, а надписи были на латыни. А люди явно говорили на каком-то германском, французском, английском. Ну, ничего же не удивляет. То же самое, ведь эпитафии, ну, забыл сказать, там на самом деле они многоязычные, там есть часть и есть приведены суры Корана, то есть они-то вообще на арабском языке, на арабской графике, а остальной текст был написан. Я думаю, что в то время люди обладали достаточно серьезной степенью грамотности, чтобы прочитывать. Просто вот те диалектные отличия, которые мы замечаем, и замечают лингвисты, для них они были не так существенны. То есть они понимали, что написано. И, конечно же, вот я еще раз говорю, люди, ну так, полагают, что это вообще совершенно разное. Вот если бы, допустим, было написано часть, ну, эпитафии на тюркском языке, а другая, ну, например, на каком-то финно-угорском. Вот тогда бы можно было сказать, ну что же они как-то так не понимают, о чем речь. И это не резчик писал так, а это вот автор заказывал. Ну, наверное, было и так, что если кто-то был грамотный, уж совсем, он сам мог написать. Но я думаю, что в 90% случаев резчики даже сейчас на кладбищах предлагают разные варианты. И почему такие сходные? Вот пойдите на старо-татарское кладбище или на ново-татарское кладбище, и там сплошь очень типичные изображения на эпитафиях и надписи на них. Ну, потому что автор, ну, мастер предлагает вот надписи, а можешь согласиться, можешь написать свою, но это дороже. Или рисунок там какой-нибудь Азимовской мечети, который очень часто. Но они набили руку, у них есть уже наработанные, заготовленные такие надписи. Я не исключаю, что тогда тоже есть изучение вот этих самых камней, есть, показывает, там нету, ну, когда прервалась эта традиция, в 20-е годы. А есть заготовленные уже, там все готово. Трафареты, Трафарет, да, арабская надпись, все, а нету кому посвящена. То есть я думаю, что и в средние века точно так же делали. И вписывали имя, его родословную туда же вписывали, кем он являлся и когда умер. Поэтому, ну, язык-то был схожий. Там несколько буквально слов, которые, я думаю, что тогда люди вполне самые грамотные читали и понимали. Искандрабы, давайте закругляться. В общем, вам резюмирующее слово, и меня просто несколько людей тоже попросили оценить, в принципе, как вы довольны качеством комментариев, вопросов, которые вам задавали, которые я зачитываю, которые я фильтровал. Значит, давайте. Несомненно, да. Булгары, болгары, сувари, авары. Значит, да, какие итоги? Да, какие итоги? Ну, по сравнению с тем морем тюркских этнонимов, которые нам еще предстоит рассказать и о которых поговорить, это, конечно, малая часть. Но мы надеемся, что вы своей активностью, своими комментариями, которые мне очень понравились, и с каждой передачей, мне кажется, у нас все больше такой контакт с аудиторией налаживается, и
все больше очень интересных и важных вопросов, дополнений. Мы готовы объяснять, спорить, говорить о своей позиции, выслушивать вашу позицию, ваши комментарии, объяснять, в чем вы правы, в чем, может быть, иногда и не совсем правы, но мы рассказываем, как мы это понимаем, и готовы поспорить, выслушать аргументы. Возможно, мы, если накопится такой много вопросов, комментариев, мы, может быть, даже специальную передачу посвятим ответам на вот эти самые вопросы, на эти комментарии. Ну, а пока дальше мы, я думаю, будем идти по нашей системе. Какие у нас планы? Кто у нас следующий на очереди? Что у нас следующий на очереди? Ну, может быть, раз уж заявили, то... Булгаризм? Булгаризм или буртасы, мишари, башкиры. Давайте, может быть, если будут какие-то комментарии, суждения, присылайте. Кстати, да, ребята, вы можете, в принципе, повлиять на наш выбор с Искандером Абы. Напишите в комментариях, о чем бы вы больше хотели услышать в следующей передаче. Значит, первый вариант – это булгаризм, вся дискуссия по Булгару. Это, значит, скажу провокационно, фальшивка Джаквар Тариха. Да, 16 по 20. Да. Либо второй вариант, значит, буртасы, мишари и башкиры, да. В общем, вот вам два варианта. Напишите в комментарии, что бы вы хотели услышать на следующей нашей передаче. Исторические виражи этнонимов тюркских народов. Всем спасибо, всем пока. Все, спасибо.